Команда Уфа-Алиса, вернувшаяся в этом сезоне в Суперлигу, продолжает борьбу за сохранение прописки в чемпионате. О том, как команда провела этот год, поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте. И в гостях в эфире Юрий Селиверстов, директор СГК «Башкортостан». Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Здравствуйте. Ну вот сразу начнем. Для Уфа-Алиса продолжаются матчи в финальном этапе в группе «Б». Вот скажите, есть ли какие-то шансы у команды сохранить эту прописку в элитном дивизионе страны? Ну, на самом деле шансы у нас достаточно хорошие. Мы сейчас участвуем действительно в финальном этапе группы «Б». Сыграли уже несколько матчей, и в нашем активе есть одна победа и одна ничья. Но и все будет зависеть от матча «Луч-Университет». Если «Луч» одерживает победу, то мы уже на 100% гарантируем на следующий год участие в Суперлиге. Если команда «Университет» выигрывает, то и вам придется еще побороться. Еще Да. есть шансы, да? У нас 15-го игра с «Лучом». И если мы обыгрываем «Луч», то мы уже тоже гарантируем на 100%, что мы в Суперлиге. Вообще, все-таки по раскладу сил вот в этой группе «Б», кто был лидером, а с кем нужно было бороться больше всего? Ну, честно говоря, к нашему удивлению, к концу сезона мы подошли примерно все в равных кондициях, и игры были упорные, разница очень маленькая в мячах, и все могли как выиграть, так и проиграть. Но очки, набранные в течение сезона, засчитывались и в финальном этапе. Поэтому разрыв, который получились в течение сезона, он сыграл свою роль. Поэтому «Луч» и «Майкоп» они были намного выше. А вот «Университет» и «Алиса» были в равных практически позициях. Ну, как раз основные соперницы – это команда «Университет». Вы с ними сыграли сначала на выезде, потом здесь в Уфе, и на выезде вы их обыграли с разницей в 9 мячей. Что давали эти 9 мячей? Могли ли вы потом, например, в Уфе уступить с меньшей разницей или нет? Вот какая была задача тогда на домашний матч? Ну, вообще на каждый матч, который мы выходим, у нас задача победить, но здесь был равный соперник, и мы очень серьезно подошли к игре в Ижевске. Огромная работа была проделана как администрацией клуба, так и тренерским штабом. И скажу вам честно, перед игрой команде мы показали ролик, где мамы, папы, близкие люди, спортсменов записали видео напутствие, где они верили в команду и говорили. Это очень трогательно получилось, и даже некоторые девочки прослезились. И в итоге они были с такой мотивацией, сверхмотивацией вышли в Ижевске, показали свои лучшие качества и, честно говоря, действительно показали свой лучший гандбол в этом году и одержали такую хорошую победу с преимуществом в 9 мячей. Но, к сожалению, в домашней игре они вышли в своей обычной таком состоянии на первый отрезок игры. И вы знаете, закончили его с ничейным результатом. Но в перерыве тренер их взбодрил, они вспомнили, как это побеждать. Отставание в 6 мячей, которое было в первой половине, они отыграли, но выиграть, к сожалению, не удалось. Честно говоря, я был очень расстроен результатом, потому что у команды были все шансы на победу, но вот эта игра, это спорт, и результат был ничейный. Давайте поговорим в целом о чемпионате. Команда Уфа-Алиса вернулась в Суперлигу спустя 3 года. Вот этот сезон, каким он получился? Был ли он ровным? Был ли он сложным? Ну, вообще, честно сказать, что чемпионат России Суперлига по гандболу входит в сильнейшие чемпионаты мира. Надо понимать, что наша сборная, олимпийская, женская, за последние 3 Олимпиады, в которой она участвовала, 2 раза брала серебро и в 2016 году становилась золотым чемпионом Олимпийских игр. Большинство игроков, которые были в этих командах, играют именно в Суперлиге. Соответственно, уровень очень высокий. Уфа-Алиса, скажем так, конечно, войдя в первый год, происходит период становления, период создания команды Суперлиги. Это очень такой сложный процесс, но можно сказать, что этот процесс состоялся, и вот осталось небольшое усилие, чтобы в этой Суперлиге закрепиться. Когда предлагали нашему Министерству спорта зайти в Суперлигу, они прекрасно понимали, что Республика Башкортостан – это развивающий динамично спортивный регион, самый спортивный регион России, и что Ради Фаридович Хабиров, глава республики, и Руслан Тагирович Хабибов,
это вице-премьер и министр спорта, они уделяют очень большое внимание. И, как правило, все проекты, которые заходят в республике, они заходят надолго, так как и проект Суперлига Уфа-Алиса. И, соответственно, перспективы для гандбола, для женского гандбола очень хорошие. Ну и, соответственно, мы над этим работаем. И первый сезон подтвердил, что мы очень перспективно развиваемся. Ну, в целом так ровненько прошли все месяцы? Или все-таки были где-то, вот бывают же такие ямы, может быть, с физикой что-то? Дело в том, что вот имея небольшой, скажем, багаж побед и ничей, в основном соперник действительно очень сильный, мы побед не добивались, можно сказать, что ровно. Но были яркие моменты, это как раз вот победы, это те результаты, которые были ничейные, и, соответственно, можно сказать, что это был волнообразный такой период становления, но мы очень рады, что коллектив состоялся и команда Уфа-Алиса есть. Также была по ходу сезона смена тренера, да, Михаил Серегин ушел, но уже в самом конце сейчас расскажете, да, и на его место пришел Сапунков, что привнес он? Ну, сразу отмечу, что Михаил Серегин – это высококлассный специалист, который был приглашен к нам в республику и который проделал огромную работу для того, чтобы команда Уфа-Алиса выглядела в Суперлиге конкурентно. И надо отдать ему должное, у него много получалось. Но так как команда формировалась в таком экстренном порядке, Михаил Серегин, он максималист, и он всегда требовал максимум выкладываний, и где-то, может быть, его требования не совпали с возможностями команды. И вот в определенный момент, поговорив с ним, обсудив ситуацию, мы пришли к тому, что нужно принять какие-то решения. Он с этим согласился, он понял, и мы решили поменять тренера, сделать такой определенного момента шоковую терапию для того, чтобы взбодрить команду, изменить условия. Назначили Сапункова, человек, выходец из нашей республики, воспитанник как тренер нашей республики, и назначили его главным тренером. Но, как видим, это все-таки определенный результат дало. Насколько сам специалист, я имею в виду Сапункова, легко вошел в женский коллектив, потому что раньше он работал с мужской командой Акбузат? Ну, скажем так, да, многие его действия оправданы и дали результат, поэтому можно сказать, что решение было сделано правильно. И он приложил весь свой опыт, все свои усилия для того, чтобы команда сделала вот эти вот победы, для того, чтобы добилась результата. Также в помощь ему, можно сказать, наш воспитанник, тренер, как тренер, это Дмитрий Макаров, который тоже вот в тандеме, они добиваются результатов и вот сейчас буквально вот заканчивают сезон. Честно говоря, по окончательному решению по тренерскому составу на следующий год у нас его пока нету, он, скажем, в процессе работы, но эти два специалиста заслуживают внимания, и я думаю, что они работают с полной отдачей сил. Вообще команда Уфа-Алиса, насколько она молодая? Вот в среднем какой возраст у девушек? Ну, наша команда очень молодая, потому что девочки все... Вообще наша такая философия клубная того, чтобы к нам приходили молодые спортсмены для того, чтобы показать себя, развиваться. Средний возраст девчонок – это 22,5 года. Все они молодые, все они перспективные, все они рвутся в бой для того, чтобы себя показать. Поэтому мы действительно одна из самых молодых команд лиги. Насколько сложно или легко сохранить, скажем так, костяк, потому что мы знаем, что в командных видах спорта практически во всех каждый сезон команды обновляются. Вот насколько пытается или меняется команда Уфа-Алиса, как вы сохраняете, удастся ли, например, на следующий сезон сохранить костяк? Ну, вообще, стратегия профессионального клуба любого – это создание основы, как говорится, команды. Это вот именно, как вы выразились, костяк, который составляет из людей, на которых мы опираемся, которых мы знаем. И в момент межсезонья или, может быть, в открытии трансферных окон добавлять туда усилением, точечным усилением для того, чтобы команда развивалась, двигалась вперед. Действительно, на сегодняшний момент этот костяк сформирован, он есть. Мы готовы подписаться на следующий год. И плюс мы еще ведем большую работу для того, чтобы усилить по некоторым позициям, значит, добавить как опытных игроков, но и в первую очередь мы смотрим на молодежь, опять с перспективы развития
именно в нашем клубе для того, чтобы проявиться. Давайте еще немного хотя бы расскажем и о мужской команде. Есть еще и мужская команда «Акбузат», которая входит, да, в гандбольный клуб «Башкортостан». Расскажите, как выступают они, в какой лиге? Акбузат — это тоже флагман нашего башкирского мужского гандбола. Это команда с многолетней историей, мастеровитая очень. В этом году она выступает в высшей лиге, выступает очень успешно. Она сейчас занимает уже, можно сказать, третье место она завоевала в высшей лиге. И значит, остался один выезд в Ростов-Дон. Он уже не повлияет на расстановку сил, но и Ростов-Дон, и мы выходим в переходные игры, то есть мы будем играть с командами Суперлиги за звание выхода в Суперлигу. И у команды Акбузат для этого есть все возможности, силы, все условия в СГК Башкортостан для этого созданы. Команда очень хорошая, есть воспитанники именно нашего башкирского гандбола, который занимает там лидирующие позиции, выступает очень хорошо. И команда, в принципе, готова для того, чтобы занимать самые высокие места как в высшей лиге, где она сейчас выступает, ну и заходить в Суперлигу, соответственно. Рада за такой результат. А вообще расскажите о смене поколений. Как работают наши спортивные школы по гандболу в республике? Ну, на самом деле, гандбол – это такой очень специфический вид спорта. Им не играют, как, например, футбол и хоккей во дворах, там баскетбол, волейбол. Здесь нужны специализированные школы. И, к счастью, в Башкортостане они есть. Скажем, это знаменитая школа «Алиса» в городе Уфа. Сакаев Айрат, бессменный руководитель, который очень много спортсменов высокого класса воспитал. Ну и мужской гандбол, мальчики, это город Стерлитамак, это детская юношеская спортивная школа номер 2, школа Олимпийского резерва, и город Салават, спортивная школа города Салавата, которая воспитывает мальчиков. И там сейчас, я знаю, тоже появились уже отделения девочек. Ну и надо отметить, что у нас есть дубль нашей Алисы. Это в молодежном чемпионате выступает спортивная школа 13 Алиса. Это наши дублеры, которые к нашей гордости клуба полностью сформированы из спортсменов, воспитанников Республики Башкортостан. Это наш ближайший резерв. Те, которые подготавливают спортсменов для того, чтобы занять место в главной команде. Ну и важно отметить, занятия бесплатные у вас, да? Совершенно верно. Во всех спортивных школах по гандболу занятия бесплатные. Юрий Анатольевич, я бы хотела вас поблагодарить за общение и сказать и напомнить зрителям, что 15 мая команда играет на выезде с командой «Луч» из Москвы. Мы желаем вам успехов, победы в этом матче. Я напомню, это была программа «Интервью». Всего доброго.